Активисты требуют отменить выборы мэра города Бишкек. Как сообщила глава общественного фонда «Наше право» Халича Омуралиева, по итогам круглого стола выборы мэра и депутатов городского кенеша. Эти выборы должны быть признаны несостоявшимися, так как нет альтернативных кандидатов. Иначе это считается назначением, отметила Омуралиева. Также сообщила глава общественного фонда, обращение уже направлено президенту, премьеру и ЦИК. Напомним, активисты ранее обратились к депутатам Джогорку кенеша с просьбой инициировать поправки в выборное законодательство и прекратить выборы в городские кенеши по партийным спискам. Полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области назначен Акылбек Осмоналиев. Распоряжение о его назначении накануне подписал премьер-министр Мухаммед-Халай Абылгазиев. А сегодня новый руководитель был представлен коллективу. Ранее Осмоналиев занимал должность первого заместителя управляющего делами президента и аппарата правительства. На эту должность он был назначен указом президента Сооронбая Джеймбекова в декабре 2017 года. Прежний глава Иссык-Кульской области Узарбек Джилкыбаев был назначен полпредом Кабмина Волжской области. Сегодня, выступая перед иссык-кульцами, Акылбек Осмоналиев сказал, что будет работать во благо народа чисто и прозрачно. В Иссык-Кульской области потенциал большой. Я пересматриваю все, что было сделано до меня. Очень много возможностей в регионе. Есть поставленные задачи, закрепленные правительством. Самое главное – поднять уровень жизни иссык-кульцев. Скоро состоятся 3-й всемирные игры кочевников. Я, как член организационного комитета, постараюсь, чтобы игры прошли на высоком уровне. Приедут президенты многих стран. Для нашего народа это стимул расти дальше. И мы должны соответствовать всем направлениям. Наш народ должен гордиться, что игры проходят у нас, в Кыргызстане. Европейский банк реконструкции и развития выделит 6 миллионов евро на реабилитацию «Восток-Электро». Сооронбай Джеймбеков подписал закон о ратификации кредитного соглашения между Кыргызской республикой и Европейским банком реконструкции и развития, который был принят Джогорку кенешем 28 июня этого года. Как сообщается, ОАО «Восток-Электро» испытывает низкие эксплуатационные характеристики, включая высокие потери в распределении, достигающие до 20%, а также большое количество перебоев, связанных с работой старого оборудования, работающего после его нормального технического срока службы. Большинство воздушных линий были построены в 1960-70-х годах с гораздо меньшей нагрузкой, чем требуется в настоящее время. По соглашению Европейский банк реконструкции и развития предоставляет средства на сумму 6 миллионов евро. Из них кредит 4 миллиона евро, грант 2 миллиона евро. Кроме того, в рамках проекта будет предоставлена техническая помощь на сумму около 1 миллиона евро. С начала года в Бишкеке утонули 104 человека. Из них 81 утонули только за эти 2 летних месяца. При этом среди утонувших дети от года до 14 лет. В основном дети тонут в реках, каналах, арыках. Как сообщил старший офицер управления гражданской защиты МЧС Кыргызской республики Өмирбек Чокомбаев, в статистику вошли случаи с ДТП, купание в нетрезвом состоянии, а также недосмотр родителей. Также отметили в МЧС, за этот год ими обучены 187 человек. Из них 129 спасателей работают в пансионатах Иссык-Куля. Обучение проходит по инициативе владельцев пансионатов. Всего по республике зарегистрировано 366 оздоровительных пансионатов, и во всех сотрудники МВД проводят разъяснительные работы о мерах профилактики и безопасности. И в данное время тоже сотрудники органов внутренних дел во всех точках, где люди отдыхают, купаются, проводятся профилактические работы мегафоном. Совместно со всеми министерствами проводят мероприятия. Потом я хотел остановиться. Есть сегодня очень большая проблема, особенно по несовершеннолетним. С января месяца по сегодняшний день, по итогам 7 месяцев, 104 утопленников есть. Из них 61 это несовершеннолетние. Где они несовершеннолетние? Мы анализировали, там несовершеннолетних 49 мальчики, 12 девочки. И показал анализ, что от 1 до 14 лет это 51 факт есть. А от 15 до 18 лет это 10 факт есть. Это было в основном днем до 18:00 часов, это 57. А после 18 4 факта.
Расследование причин гибели журналиста Азаттыка Уланбека Эгизбаева продлено на 1 месяц. Следствие еще не получило заключения судебно-медицинской экспертизы. По словам следователя МВД Сюимбека Мунайтпасова, показаний свидетелей об убийстве Эгизбаева не поступало, поэтому уголовное дело не возбуждалось. Но отмечается, что пансионат, где отдыхал журналист, не принял мер безопасности. Напомним, журналист-расследователь радио «Азаттык», 28-летний Уланбек Эгизбаев, погиб 22 июля. Он похоронен на своей малой родине в Хочхоре. В Бишкеке пройдут международные соревнования по плаванию на Кубок президента Кыргызстана, посвященный Дню независимости Кыргызской республики. Турнир пройдет 28-29 августа. В церемонии открытия примут участие сильнейшие пловцы страны. Каждый спортсмен должен стартовать на 3 дистанциях в 50, 100 и 200 метров. Победители определят по набранным очкам. По итогам турнира будет произведен отбор в сборную страны для участия в чемпионатах, а также популяризации плавания как вида спорта. На церемонии открытия и закрытия 3-х всемирных игр кочевников продано около 3000 билетов. Продаются они в 3 городах страны – Бишкек, Ош, Чолпан-Ата. Также запущено официальное мобильное приложение. При этом распространение билетов на бесплатной основе для каких-то определенных категорий граждан или чиновников не планируется, отметили в секретариате. Собранные средства направят на поддержку ипподрома в Чолпан-Ате и дальнейшего его развития. Стоимость билетов на всемирные игры кочевников, которые пройдут со 2 по 8 сентября на побережье Иссыкуля, на сегодня составляет от 400 до почти 5000 сомов. Эволюция в разгар лета. В Бишкеке накануне открылась выставка одежды по мотивам произведений народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. По эскизам Асоль Молдохматовой создали наряды в 5 различных блоках: войлочный и дольше века, кажуал, цветы жизни, восток, первая леди. Как рассказала телеведущая, ее отец, журналист Абдыкалы Молдохматов, был дружен с писателем. После его смерти Чингиз Айтматов поддержал семью друга. Отдавая дань памяти за эту помощь, на протяжении всей творческой деятельности Асоль Молдохматова посвящает проекты великому писателю. Сейчас телеведущая готовится к большому показу в Анталье, который пройдет 31 августа. В Турции она представит коллекцию из 70 комплектов. Осенью экспозицию «И дольше века» покажет в Баку, в центре Гейдара Алиева. А в следующем году ее увидят жители Екатеринбурга. И вы знаете, эта коллекция посвящена прежде всего многострадальным женщинам, женщинам Кыргызстана. Да что говорить, не только Кыргызстана, но и многих стран, которые на себе несут ответственность за семью, за детей, за семейный очаг, которые сталкиваются с преградами, с недугами, с проблемами. И все-таки им удается выстоять в этой жизни. Я посвятила эту коллекцию «Дольше века» персонажам произведения Чингиза Турикуловича. Я буду очень рада, если эта коллекция в какой-то мере, там самая главная финальная часть, это модель с крыльями, которая была посвящена моей близкой подруге, миссис Мира, Сание Шакировой, недавно погибшей в автокатастрофе. Она могла бы быть тоже персонажем произведения Айтматова. И столько много женщин, которые являются матерями, сестрами, и они сквозной линией проходят сквозь жизнь.